Доброе утро, страна, доброе утро, уважаемые телезрители. Третий день конькобежного турнира на играх «Дети Азии». 8 комплектов наград уже разыграны. Ну и пока, на мой взгляд, главная героиня этого турнира Альбина Ильясова. 2 золота, 2 серебра на 4 индивидуальных дистанциях. Ну а сегодняшний день будет посвящен не совсем, достаточно новым, скажем так, дисциплинам. И что, начинаем с командного спринта. Начинаем с командного спринта. Это дисциплина, которая еще не заслужила олимпийскую прописку, но сейчас, в общем, я так понимаю, намерение ИСУ все-таки, по крайней мере, уже сделать этот вид постоянным участником программы чемпионатов мира. Накануне вечером, буквально 9,5 часов назад, были разыграны медали на чемпионате мира в этой дисциплине на Тиалфе. Ну и вот сейчас настает время юных спортсменов посостязаться в этой дисциплине. Ну и чтобы разобраться во всех перипетиях, мы, как всегда, пригласили в нашу студию нашего суперэксперта, заслуженного мастера спорта, некогда обладателя Кубка мира по конькобежному спорту Евгения Лаленкова. Женя, доброе утро. Доброе утро всем, кто любит коньки. Рада вас приветствовать на заключительном дне соревнований «Дети Азии». Безусловно, очень значимые соревнования и очень интересные. Вы сами сейчас можете наблюдать, сколько зрителей на трибунах. И это очень, очень радостно. И очень радостно, что не только детей Матч ТВ транслирует, но и взрослых профессиональных спортсменов. И в очередной раз теплые слова благодарности хочу сказать руководству холдинга. Да, ну и сегодня продолжаем. Сегодня у нас командный спринт. Ну и давай вкратце, как будет проходить эта дисциплина. Если вдруг вы не видели, действительно не так часто она мелькает на экранах. И в этом сезоне вот 3 этапа Кубка мира всего лишь проходили по этой дисциплине. Ну и вот чемпионат мира. 3 человека в каждой команде стартуют, но в отличие от командной гонки преследования, вида, который уже включен в олимпийскую программу и уже достаточно давно, с Олимпийских игр в Турине 2006 года, здесь только один человек доберется до финиша. Не потому, что его партнеры будут всячески выталкивать, а сами будут падать. Нет, они просто проезжают втроем первый круг, и дальше лидер уходит в сторону и заканчивает свои выступления. Дальше 2 человека пробегают еще круг, и на последний круг остается только один спортсмен. В общем, непростая дисциплина. Здесь надо уметь и быстро достаточно стартовать, чтобы все втроем уходили вместе, и отрабатывать очень слаженно все первые 2 круга. Ну и третьему достается самая непростая роль на самой высокой скорости, постараться закончить. Скорости здесь действительно очень и очень высокие в этой дисциплине. Ну вот открывает стартовый протокол московская команда. Ей не досталась пара. Но здесь в командном спринте отсутствие соперника по забегу, в общем, не так-то и важно. Потому что если бы и был соперник по забегу, он стартовал бы с другой стороны ледовой арены. И, в общем, спортсмены никак не пересекаются. Да, принципиального значения не имел бы абсолютно. Но единственное, что не готовы так всех узнавать в лицо. В заявке каждой из команд по 4 человека. Но вот кто 3 отправились на дистанцию, здесь... Нет, тут точно. Значит, здесь, да. Кудряшова Милана Николь, Зайкова Варвара и Бесследная Вероника будет финишировать. Да, еще в заявке была Дарья Пиманова. Но, конечно, очень важно поймать шаг своих партнеров и отработать всем дружно. Ну, Кудряшова, при том, что она, в общем, вот уже отработала свою роль, да, после вот этих фишек, которые стоят на выходе из поворота, только тогда можно уходить в сторону.
скажу тебе больше, нужно еще смениться до входа в поворот, до той фишки, которая стоит на входе в поворот. Потому что если первый лидирующий спортсмен пройдет ее раньше, чем второй, да, то это будет тоже нарушение правил. Но до этого никогда не доходит. Все с радостью как можно быстрее обычно сдают свою роль лидера, потому что серьезная достаточно физическая нагрузка. Ты знаешь, в том году на первенстве мира мы столкнулись с этой ситуацией. Команда голландцев, кстати, в которой бежал не Эрбин Вейнемарс, простите, а его сын. Сын, да. Да, вот они были дисквалифицированы именно за это нарушение правил. Что слишком забыл сдать смену. Да. Но и заканчивает у московской команды дистанцию Вероника Бесхлебная. В общем, тоже не раз присутствовала она на пьедестале почета. Выиграла забеги на 500 метров. Бронзовый призер игр на дистанции 1500 метров. Серебро на 1000 метров. Ну и вот финиш Вероники Бесхлебной. Ну, единственное, что почему-то как-то секундомер даже пропал по ходу забега. Хотя бы так мы успели бы сориентироваться. Первые 200 метров, да, были отсвеченные. Ну, и вот дальше, посмотрим. Здесь для вот ребят в таком возрасте, насколько такие старты часто проводятся? На чемпионате России, по-моему, нет. Да, нет, на первенстве России нет. То, что проходило в Челябинске, собственно, классическая дисциплина, многоборье и мастарт, да. Командная гонка в том числе проводится. Но вот командный спринт достаточно редко в этом возрасте. Да, ну что ж, наверное, это и правильно. Молодых ребят сразу давать им возможность вот осваивать новые дисциплины, чтобы когда они уже подошли к взрослой карьере, уже спокойно совершенно могли бы вливаться в профессиональный спорт. Вторая пара, и здесь команда Белоруссии. В команде Белоруссии единственная среди девушек, да и вообще в этом турнире, я уже говорил, 8 золотых медалей разыграно, 7 из них достались россиянам. И вот единственный чемпион игр Дети Азии не из России в конькобежном турнире — это Полина Сивец. Вот она справа, как раз была на ваших экранах. Потрясающий вчера бег на дистанции 3000 метров продемонстрировала и обновила рекорд катка, который принадлежал гораздо более старшему юниору. Еще с ней в паре в команде Евелина Конопляник и Доминика Кухарчук. Что касается казахской команды, то там заявлены Виктория Емельянова, Айзада Рымбек на второй позиции и Варвара Глухова будет завершать. Но Варвара Глухова вчера была пятой на дистанции 3000 метров. Так что, в общем, тоже, ну, конечно, 21 секунду проиграла Полине Сивец. Но Полина, в общем, совершенно такое ощущение, что вот, ну, совсем в другой лиге, что ли, выступала. Словно бы, знаете, как в Яралаше был как-то сюжет, когда взрослый мальчик сидит среди первоклассников и отвечает на таблицу умножения, на вопросы учителя. Заходит маленькая девочка и говорит: Иванов, там, иди в свой 5 класс. Говорит: сама иди, я здесь самый умный. Вот примерно так же выглядела Полина Сивец на дистанции 3000 метров. 15 секунд, 14 с небольшим секунд выиграла она у Альбины Ильясовой, ставшей серебряным призером. Поэтому, конечно, с точки зрения выносливости и уверенности на длинных дистанциях у Полины все в порядке. Ну и Варвара Глухова, лучшая из казахских спортсменок, была на длинных дистанциях. 7-й она была на 1000 метров. И я думаю, что вот это даже важнее, 9-я на полуторке. Потому что 1000 все-таки больше, как бы, ближе к таким к скоростным показателям, как вот на командном спринте. Поэтому тут больше, наверное, стоит говорить о 1000 и дистанции 1500 метров. Все-таки тройка не такая скоростная. Поэтому принципиальнее, наверное, все-таки здесь, что Доминика Кухарчук была 4-я на 1000 метров. Ну и вот Варвара Глухова из казахской команды заняла 7-е место. Заняла 7-е место. 1:27:99 результат был. Но вот, к сожалению, сейчас результатов мы не видим. Но я думаю, что в перспективе все мы узнаем, все результаты и всю таблицу нам покажут.
В общей сложности в протоколе у нас 4 пары. Скоротечный турнир, ну и понятно, тут и так представлены практически все команды, которые сюда приехали таким расширенным составом, да, до 5 человек в команде или страны, или округа. Но вот белорусские девушки Евелина Конопляник и Доминика Кухарчук нас приветствуют. Да, до 5 человек, но... Ну и, соответственно, не все команды, которые были здесь представлены, да, тоже там Иркутск, Башкортостан, Татарстан в более скромном составе здесь собирались. Поэтому они, ну, при всем желании не могут выставить команду для участия в командном спринте. Да, но еще 2 забега у нас впереди. В следующем забеге принимает участие команда Дальневосточного федерального округа и Уральского федерального округа. Соответственно, по дорожке стартовой, скажем так. Есть финишная прямая, есть стартовая прямая. В протоколе это так обозначено. Так вот... Ну вот как раз сейчас... Перед нами команда Дальневосточного федерального округа. Здесь Святослава Дорошенко, Мария Рыбникова с красной повязкой и Елизавета Кочева. Ну а это команда Уральского федерального округа. Екатерина Островская, Алиса Новикова и, конечно же, героиня. Похоже Ева Букина, и даже не похоже, точно Ева Букина, да. Потому что Альбина Ильясова представляет город Екатеринбург, а сейчас мы видим полностью состав из города Челябинска. Да. Ну, может быть, в этом есть определенный смысл с точки зрения того, что более скатано. Да. Более скатано, то есть на тренировках девочки могли уже это вместе отрабатывать, но Альбину Ильясову, значит, мы увидим в масс-старте. Мария Рыбникова немножечко оторвалась от Елизаветы Кочевой в команде Дальневосточного федерального округа. То есть вот как раз командной работы здесь не получается. Смысл-то ведь в том, чтобы как раз вот третий человек, уходящий на последний круг, первые 2 круга, просидел в аэродинамическом мешке, сохраняя высокую скорость, не потратил слишком много сил на это. Да, ну ты знаешь, бывает, зачастую бывает таким образом, что ребята начинают ждать и оттормаживаться, да, и получается, третий человек, натыкается, да, и теряет скорость из-за этого. Ну вот, да, это тоже неправильно, это тоже плохо, но... Потеря скорости лучше уж так. Вот, честно говоря, из моей практики лучше уж так, нежели чем... Ну, на таком уровне, да. Да. Здесь, в любом случае, девушки молодцы, стараются показывать максимальные свои возможности на то, что они сегодня способны. Вот, и это хорошо. Ну что, команда Уральского округа выигрывает с большим преимуществом. Там порядка 10 секунд, вот, если я правильно успел увидеть, выиграли они. Ну, Эва Букина, не могу сказать, что блеснула, да, она 17-й была на полуторке. А на 1000 метров вообще не стартовала вчера. 12-е место на 3 километрах. Вот девушка, которая завершала усилия команды Уральского федерального округа. Ну вот, диктор на стадионе, да, объявил, что 1:40:67 команда Уральского федерального округа, и пока на данный момент это лучшее время. Да, ну и в общем это точно значит медаль, потому как осталась 1 пара, всего 2 команды могут попробовать превзойти результат
девушек из Челябинска. Одна из этих команд — это как раз кемеровская команда. Ну и, конечно, тут поддержка зрителей. Ну, конечно, девушки из Кемерово только недавно получили возможность тренироваться и соревноваться в таком замечательном дворце, как Ледовый дворец Кузбасс, где проходят эти соревнования. Потрясающее сооружение. Не устаем это повторять. И очень рады за то, что открываются новые ледовые арены, ледовые дворцы. В России такой же дворец не так давно был открыт и в Иркутске. Ну и соперницы кемеровчанок по забегу — это команда Сибирского федерального округа. Ну, пока Кемерово — это Валерия Лосева, Алиса Ащиулова слева вот с длинными волосами, и Виктория Федорова и Екатерина Курябина были заявлены в команду. Ну вот, не готов всех узнать в лицо. Что касается команды Сибирского федерального округа, то Лея Коковина, Софья Сидоренко, Анна Потапова и Елизавета Диких в заявке. Да, но насколько я вижу, Елизаветы не узнаю здесь в составе, поэтому, видимо, да, наверное, она осталась на скамейке запасных, хотя, да, в общем, была четвертой вчера на 3 километрах и на полуторке 8-е место показала с личным рекордом. Да, ну а что касаемо составов, в команде Кузбасс Лосева была 25-й на 1000. Я опять же, я тебя склоняю к 1000 все-таки. 25-й на 1000. Ащиулова 22-я на 1000. И Федорова 16-я. Виктория Федорова 16 на 1000 с результатом 1:30:17. Да, ну это действительно нагрузка близкая к тому, как пробегается 1000 метров. Да, дистанция чуть длиннее, потому что 3 круга — это 1200 метров, но тот, кто пробегает все 1200 метров, третий участник, да, он первые 2 круга работает на высокой скорости, но работает вот за партнерами, то есть чуть-чуть ему проще. Чуть-чуть легче держать эту скорость. Ну, а вот в команде Сибирского федерального округа Потапова сейчас финиширует заключительный круг, а Потапова как раз была вчера 3-я на 1000. То есть... И 4-й на полуторке. Да, да. То есть очень сильный финишер. Ну, посмотрим, что сможет противопоставить Сибирский федеральный округ Уральскому. Да, Уральскому. Кемерово, наверное, все-таки не уверен я, что смогут они вмешаться в борьбу. Да, сибирячки выигрывают. Ну и вот весь вопрос в результате. Да, единственная, в общем, претензия команда Москвы. Команда Москвы, что получает медаль. Ну, единственный вопрос, скажем так, к этим соревнованиям, вернее, 40-80. Ну, тоже, кстати, очень достойный результат, 43-86. Да, ну и получается, Уральский федеральный округ побеждает. Серебро у сибирячек Сибирского федерального округа. Ну и, видимо, подозреваем, что у москвичек бронза. Вот как раз команда Уральского федерального округа. Святослава Дорошенко, Мария Рыбникова, Елизавета Кочева. Ну, приятно получить золото. Давайте посмотрим итоговый протокол. Даже москвички вторые. У них на 0,02 лучший результат, нежели у сибирячек. Да, Урал, Москва и Сибирь. Вот такая тройка призеров. Ну, на этот раз Полина Сивец не вытащила свою команду до медали на этот раз. Но результаты большей частью, плотные. Только вот немножко Дальний Восток подотстал. Ну, растите и в следующих играх победите.
Большое спасибо губернатору Цивилеву, министру спорта Мяусу за такую большую проделанную работу. Также большое спасибо президенту Федерации конькобежного спорта Кемеровской области Наталье Григорьевне Шиле. Именно благодаря ее работе, большой работе с администрацией Кемеровской области построен этот объект, в котором сейчас можно принимать очень много видов спорта. Также, уважаемые зрители, трансляцию этих соревнований в прямом эфире идет холдинг телеканала Матч ТВ. Можно также будет это все посмотреть в записях. Есть уже записи первого, второго дня соревнований. И сейчас телеканал также работает в прямом эфире. Уже завтра здесь, на самом большом спортивном объекте Кузбасса, состоится церемония закрытия наших игр. В 18:00 по местному времени будет церемония закрытия. Приглашаем всех желающих большое масштабное красочное шоу. Уважаемые зрители, напоминаем, у нас сейчас через 7 минут дисциплина командный спринт у юношей. Их соревнования принимают спортсмены возраста 14-15 лет. Это самый крупный старт для их возраста. Олимпиада для юношей и девушек. Спортсмены на данной дисциплине бегут в защитной экипировке, обязательно шлем. На шее находится защита, обязательно перчатки, которые не прорезаются, также защита голени, защита кил, чтобы нельзя было травмироваться. И бегут плотно, чтобы участник по команде тебя не задел коньком, даже и заденет, чтобы он тебя не поранил, не порезал. Все максимально безопасно. Внимание участников соревнований, до старта остается 5 минут. Также, уважаемые зрители, особенность этой дистанции, что стартер находится в центре круга. Ему надо одновременно наблюдать за двумя командами, чтобы не было фальстарта. Одному человеку из центра круга это сделать невозможно, поэтому у стартера после каждой команды
И также напоминаем, что зрители находятся на финишной прямой. Противоположная прямая называется переходной. Продолжается конькобежный турнир на играх «Дети Азии». Ну, вернее, уже потихонечку подходит к своему завершению. Сегодня заключительный день турнира, да и сами игры потихонечку уже близятся к церемонии закрытия. Обращу ваше внимание, что сегодня и финал хоккейного турнира будет сыгран, очень интересный, очень любопытный. Ну а у нас сейчас будет разыгран 10-й комплект медалей в соревнованиях конькобежцев. И это будет командный спринт у мужчин. Все те же правила, что у девушек, вся та же дистанция, тут никаких различий. Ну и белорусская команда. Ну вот в заявке был Федор Данилов. Мне кажется, что я его здесь не вижу. Но точно на заключительной позиции стоит Радомир Минин. Он будет завершать усилия белорусской команды. Еще в заявке, кроме Федора Данилова и Радомира Минина, Роман Чернавский и Егор Ханченко значится у белорусской команды. Да, значит... На полуторке лучшим из белорусов Радомир Минин, 12 место. Радомир Минин, Глеб Болгов еще был 14-м. Но он в заявке здесь не присутствует. Да. Нету, да. Данилов 16-й, Роман Чернавский 18-й. В общем, такие плотные достаточно результаты. На 1000 метров лучший из белорусов как раз Роман Чернавский 19-й, Федор Данилов 20-й. Но Радомир Минин был там дисквалифицирован из-за того, что потерял повязку по ходу забега или забыл ее одеть до. И очень-очень переживал по этому поводу. Ну и вот как раз сейчас Радомир Минин, сын тренера Сергея Минина, выходит на первую позицию. Очень техничный паренек. Ну, понятно, что юный возраст, еще подрастет, еще обрастет должной для конькобежного спорта мускулатурой, мышечным корсетом. Ну, техничный, парень очень техничный. И это очень важно, что вот поставлена с детства техника. Это почти гарантия будущих успехов. Ну, что порядка по-прежнему у нас не работает хронометраж. Это вот единственная претензия, скажем так, к организаторам этого турнира, что так за 3 дня и не смогли нам наладить вывод хронометража на телевизионную картинку, потому что, конечно, без нее конькобежный спорт смотреть и комментировать очень-очень
непросто. Но как-то, в общем, стараемся справляться. Надеюсь, что к следующим играм все-таки научатся наши коллеги, отвечающие за вывод хронометража на телевизионную картинку, работать должным образом. Ну, ты знаешь, уже как бы были оговорки, почему мы, собственно, не смогли транслировать и чемпионат России, потому что, ну, вот есть сложности с хронометражом, да, не все отлажено, да, ввиду там некоторые станции, не все программное обеспечение сейчас можно прописать, потому что, как вы все знаете, есть лицензии, да, на которые там нужно... Судя по тому, что картинка все-таки периодически это была, значит, все оборудование и есть. Ну, да. А дальше пытаюсь как-то сгладить. В руках. Уже не надо, уже к третьему дню не надо. Все, понял. Да. Ну, ты знаешь, вот в следующем забеге, да, я считаю, что... Претенденты? Да, очень сильный забег. Причем как бы и первая, и вторая команда. Первая команда представляет Сибирский федеральный округ, тут как бы по финишной прямой, то есть, ну так условно мы разделяем, да, стартовая и финишная прямая. А вторая команда, представители города Москвы, да. Да, в Сибирском федеральном округе побегут Даниил Борисов, Кирилл Батюшкин и Юрий Фогель. И, в общем, такой хороший комплект медалей у ребят. Ну, прежде всего, у Батюшкина, Фогеля, да и Даниил Борисов был серебряным призером на 500-ке. Да, и бронзовым призером на 1000 метров. Юрий Фогель выиграл 3000 метров, был четвертым на 1000 и бронзовым призером на 1500-ке, четвертым на 500-ке. И Кирилл Батюшкин побеждал на дистанции 500 метров, серебро на 1500-ке и победа на 1000 метров. То есть, в общем, ну, практически чемпионский состав у сибиряков. Что касается, ну, еще заявлен Никита Тарасов, но, по-моему, его нет, да, на дорожке. Что касается московской команды, там заявки Матвей Савенков, Александр Задворнов, Матвей Бажанов и Алексей Крылов. Ну, конечно, главная звездочка этой команды Матвей Бажанов. Да, Савенков, по-моему, на 1000 метров не принимал участие, а вот на дистанции 1500 был 20-й, а вот Задворнов на 1010 и на полуторке 9-й. Ну, естественно, Матвей Бажанов, все его хорошо чемпион уже... полуторки и серебряный призер на 1000 метров. Да. Ну, Матвея Бажанова мы уже с легкостью узнаем. Очень сильный забег. Я считаю, что это основные претенденты здесь, соответственно, на медали, на золотые медали в первую очередь. Интересно посмотреть, как с этим ребята справятся. Борисов очень хорошо отработал свою смену. Да, ну и вот сейчас Кирилл Батюшкин, а за ним Юрий Фогель. Да, очень интересная команда. Батюшкин, как уже сказал Игорь, был первый на 1000, второй на полуторке. Это вот, конечно, интересный такой состав. И сейчас вот Юрий Фогель, который выиграл дистанцию 3000 метров, будет финишировать. Ну и Матвей Бажанов на финишном круге, который выиграл дистанцию в первую очередь 1500 метров. Это, конечно, дает... Ну и на 500-ке, некоторые... и на 1000 он был в призах. Поэтому, в общем, со спринтерской подготовкой все в порядке. Я так понимаю, ну что... и выносливость, понимаешь, да, почему я подводил сейчас. В ту дистанцию 1500 метров он все-таки выиграл, да, и там все-таки 3 круга. Ну вот и что проигрывает. Сибиряки очень с хорошим временем заканчивают, что-то порядка 1:31, и москвичи здесь уступают, ну так, предварительно где-то в районе 1:33-34 секунд. Ну, состав посильнее, тут явно... У сибиряков, да. Ну, мы уже перечисляли все регалии на этом турнире. То есть именно что здесь и сейчас эти ребята очень здорово себя проявили. Ну и приятно, да. Еще Ломоносов говорил, что сила России Сибирью прирастать будет. Вот. Надеемся, что и российская сборная по конькобежному спорту будет прирастать, в том числе и Сибирью. Ну вот вы видите, финишируют сибиряки, и вот только-только Матвей Бажанов. Хорошие кадры, да, вот таких бы побольше в трансляции, для того, чтобы понимать, где все-таки, в каких позициях находятся команды. Ну, это следующая пара на старте. Это у нас третий забег. Команда Казахстана и Кемерово. Команда Кемерово. Вот, а это Радомир Минин.
Ну, я думаю, я советую любителям конькобежного спорта так, это лицо запомнить. А он, конечно, немножко, когда подрастет, чуть-чуть изменится внешне, но я думаю, что общие черты сохранятся. Будет за кого нам поболеть через несколько лет в белорусской сборной. Ну, что касается состава казахской команды, здесь в заявке Михаил Бровко, Михаил Матрюхин, Денис Мезенцев и Вадим Чебардаков. На дистанции 1000 метров лучшим из казахских спортсменов был Михаил Матрюхин. Матрюхин занял 9-е место, Бровко 13-е, 12-е Мезенцев и Вадим Чебардаков 18-е. Такие плотные результаты. На полуторке Мезенцев, в свою очередь, опередил партнеров. 10-е место, Бровко 11-й, Матрюхин 13-й. И там еще выступал Григорий Слесаренко, который занял 17-е место. Что касается команды Кемерово, Никита Горобченко, да. Серафим Визик, Максим Шевелев, да, или Шевелев, да, Артем Серафимов. Запасных. Да, Визик выделяется в этой команде своим ростом. Он на второй как раз позиции, вот на дальней дорожке. Ну, видно, насколько, что, ну, пример, практически на голову выше он своих партнеров по команде. Еще и во время всех остальных забегов мы выделяли как раз его физические данные. Никита Горобченко на первой позиции. По-моему, Максим Шевелев завершает усилия команды. Старается. Да, очень старается, да, Никита Горобченко. Таким образом, что Серафим Визик не попадает за ним в шаг. Ну, в такой шаг с такой частотой очень сложно попасть. Да. Разве что Эрин Джексон смогла бы в такую частоту попасть. Да, это точно. Тонко подмечено. Ну, что касается казахской команды, да, здесь, ну, по-моему, Денис Мезенцев на третьей позиции. Да, сбой маленький, но устоял. Ты знаешь, очень неплохо, технически сложные ребята. Да, они так пока еще не все идеально, но очень молодцы. Большие молодцы команда из Казахстана. Ну, тоже когда есть возможность регулярно тренироваться на закрытом льду, есть каток в Астане. Ну и не только Астана, да. Ну, Медео не надо забывать. Да, и Медео есть прекрасный каток. Ну, в общем, и... Я тебе скажу, больше в Кустанае лед готовят, да. И еще и Петропавловске. Да. Вот я как раз и хотел сказать, что не только вот Медео и Астана. Ну, это здорово. Конечно, для развития спорта одного катка недостаточно, потому что из регионов дети не наездятся, скажем так, по другим городам и весям. Тяжело дался забег Денису Мезенцеву, видно, да. Это нормально, значит, выложился полностью. Ну, мы видели несколько сбоев прямо по ходу дистанции. Ну, в общем, в целом молодцы, что сохранили состав до финиша и без падений. И мы увидим сейчас результаты в таблице финишные. Да, ну еще четвертая пара. Да, остался еще один забег. По финишной прямой стартует команда Уральского федерального округа, и по стартовой прямой стартует команда Дальневосточного федерального округа. Да, в команде Уральского округа заявлены Равшанбек Нишанбаев, Александр Антонов, Александр Лопаев и Алексей Плешков. Ну, Александр Антонов четвертым был позавчера на полуторке, Лопаев шестой. В общем, такая хорошая основа, что называется. Пятым Антонов был на дистанции 1000 метров, да. Лопаев седьмой. А Нишанбаев был восьмой на дистанции 1000 метров и на дистанции 1500 метров.
Вот, хороший состав. Ну и вот в команде Уральского федерального округа Антонюк, Шаймуратов и Лев Матвеев. Росичук Никита пока обозначен в запасных. Знаешь, вот, да, ну ты знаешь, у меня вот свежая информация из Кемерово приходит, что сборную Москвы дисквалифицировали. Не знаю пока причин, что там произошло, но вот наш продюсер Гайка Рактелян мне сообщает, находящийся непосредственно на стадионе. Ну, попробуем узнать, что же там произошло. Да, ну, конечно, команда Дальневосточного федерального округа, честь ей и хвала, что они приехали и соревнуются, но все-таки результаты чуть поскромнее. Ну, других регионов, которые так полным составом, да. Ой, что? Фальстарт? Фальстарт, да. Да. Но и понятно, почему у ребят поскромнее результаты. Опять же, мы говорим, что где тренироваться. Да, в Биробиджане есть лед, но это открытый каток. И мы видели, как здесь на соревнованиях ребята, имея личные рекорды из Биробиджана, здесь, оказавшись на этом классном льду крытого катка, улучшали порой там секунд на 40, на 50 на дистанции 3000 метров свои личные рекорды. И это, конечно, ну, свидетельство того, что крытый каток, конечно, дает гораздо больше возможностей в соревновательном режиме, но и гораздо больше дает возможностей в тренировочном режиме, да, когда есть возможность изо дня в день в абсолютно одинаковых условиях, стабильных условиях, да, стабильных условиях, которые не меняются. Ну, как вы знаете, технику. Да, как вы знаете, что, ну, вот, допустим, в Москве вот сегодня, к примеру, снег и там +1, не знаю, в Челябинске в этом году мы были. Даже в Москве неделю назад было -10, а сегодня +1. Нет, ну, я хотел просто рассказать такую, знаешь, хронологию, да, как мы вот передвигались по сезону. В декабре месяце, к примеру, когда мы приехали в Челябинск, было -26. Да, то есть +1, потом -26, а в Иркутске вообще было до -39 в этом году. Да, да. Это в конце января, представляете? В такую погоду не потренируешься. Да, да. То есть, это все... Хотя я вот, ну, из середины 90-х... Ой, падение, по-моему, это Максим Шаймуратов. Буквально на стартовой прямой. Ну, все, уже можно не продолжать, на самом деле, бег, потому что второй член команды. Ну, что... По идее, это нарушение правил просто для зрителей, если... Первый человек пробегает свой круг, да, и второй человек не выходит на свой же второй круг, который должен провести, а выходит третий. То есть тут нет, скажем, такой возможности, что да, что третий человек отработает за себя и за того парня. Именно должен второй человек провести свой второй круг. Вот, поэтому это является нарушением правил, и, собственно, падение предполагает дисквалификацию. Ну, обидно, конечно, для ребят из Хабаровского края, из Дальнего Востока. Да, ну вот так говоря про команду из Челябинска, очень ровная команда. Просто я смотрю по местам, даже вот Нишинбаев 8-й на полуторке, Антонов 4-й на полуторке и Лопаев на той же полуторке 6-й. Посмотрим, что они смогут противопоставить, конечно, результату. Сибирякам, да. Да, результату из Сибири. Лидеры по наших соревнований, ребята из Сибирского федерального округа, но мы уже говорили, что это как раз самое, наверное, сильное по составу, по результатам здесь, на этом турнире, сборная с чемпионами разных дистанций. Ну, да, что, порядка 1:35 результат уральцев. Да, сейчас увидим. Но мне приходит срочная информация тоже по поводу дисквалификации команды из Москвы. Второй круг. На втором круге Задворнов Александр расстегнул защитный комбинезон на шее по ходу дистанции. Ну, это опять... Это о том, как правильно и хорошо работают наши судьи, да. В отличие от тех судей, которые работали на этапе Кубка мира в Томашове. Не заметили, в команде. Когда в командной гонке преследования у американцев всю дистанцию человек проехал с расстегнутым комбинезоном. Ну вот
Ну, как-то так, да. Да. Хотя немножко жалко ребят. Все-таки это еще дети. Я не знаю, стоит ли так строго судить. Ну, знаешь, с другой стороны, и правильно, и правильно. Воспитывать сразу же? Да. Да, с детства. Чтобы с детства приучать к соблюдению правил. Правила на то и придуманы, чтобы их соблюдали, чтобы они выполнялись. Иначе зачем они нужны? Мне, кстати, интересно, чем вот дискуссия, затеянная голландцами по поводу сертификации шлемов, закончится. Голландцы тут очень-очень так жестко и серьезно, ну, я бы сказал, так жаргонным языком выражаясь, наехали на Международный союз конькобежцев. Ну, ты знаешь, я считаю, что тут лишь бы найти повод, как говорится. И так, честно говоря, усложнили, уже значительно усложнили правила с этой защитной экипировкой и на командном спринте, и на масс-старте. Нет, но я могу понять, почему это происходит, потому что голландцы с одной из фирм-производителей конькобежного оборудования очень большие деньги вложили в разработку самого легкого и самого быстрого с точки зрения аэродинамики шлема. И, конечно, им неприятно, что сейчас другие сборные, скажем так, не будут у них эти шлемы покупать. Ну, понятно, тут и коммерческая составляющая точно присутствует. Это да. Ну, а это сибиряки, чемпионы. Здорово, молодцы, отлично отработали и реализовали. Да, конечно, по именам самая сильная была команда, и по титулам вот Юрий Фогель справа, в середине Кирилл Батюшкин, да, и Даниил Борисов слева. Тоже, в общем, прекрасные ребята. Ждем их через пару-тройку лет уже претендующими на включение в сборную России. Еще раз, забег в исполнении сибирской команды. Ты знаешь, очень приятно смотреть, как люди умеют работать вместе, в том плане, что все три человека из 3 разных городов, от 3 разных тренеров, но встали, да, несмотря на то, что, да, несмотря на то, что, в принципе, разная работа, разный подход, но вот встали и сделали свое дело. Ну, на таком уровне, может быть, как раз, да, если мы говорим, что в профессиональном уже спорте 3 хороших спортсмена — это не факт успеха в командных соревнованиях. Да, ты знаешь, еще досадные новости приходят. Уральская команда забыла одеть транспондеры. И тоже получает дисквалификацию. Да, но вот это вот совсем обидно. Но самое главное, что сибиряки, что чемпион определился не благодаря дисквалификациям, что сибиряки в данном случае пробежали по максимуму и сразу, в общем, показали лучшее время, поэтому тут нет вопросов. Ну что, девушки все-таки пособраннее, скажем так. По дисциплинированию, чем ребята, они еще немножечко безалаберные. И вот окончательный, да, протокол, всего лишь 4 команды в нем осталось. Дальний Восток из-за падения, Уральский федеральный округ из-за забытых транспондеров, да, и москвичи из-за нарушения экипировки дисквалифицированы. И таким образом Казахстан и Белоруссия получают медали. Ну а сибиряки, вы видите, с большим перевесом чемпионы, и это абсолютно логично в данном составе. Ну что, у нас следующая дисциплина, это буквально через 35 минут масс-старт, и это тоже будет очень-очень любопытно. Не пропустите. Молчи, короче, сейчас цветы не наводим.
связи становится команда Сибирского федерального округа в составе Борисов Данил, Бартюшкин Кирилл, Фогель Юрий. Поздравляем команду СВО. Результат 1:30:03. Уважаемые спортсмены, зрители, у нас объявлен перерыв для подготовки льда. Он продлится до 14 часов 30 минут. В 14 часов 30 минут будет дан старт в дисциплине постарт у девушек 10 кругов. У нас впереди еще старты, зрелищные, увлекательные забеги, поэтому пока в перерыве зрители могут отдохнуть, пообщаться с нашим талисманом. У нас работает буфет, кафе, можно прогуляться по ледовому дворцу. Но 14 часов 30 минут мы всех ждем поддерживать